Доброе утро, наши дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на телеканалах Якутия-24, НВК Саха. Сегодня вместе с вами это утро понедельника буду встречать я, Руслан Ачиров. И у нас по традиции для вас много интересных сюжетов, новостей, ну а также замечательные гости, которые сегодня посетят наш эфир. Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», где я уже сегодня заранее поприветствовал всех наших подписчиков. Там мы выкладываем самые интересные сюжеты. В общем, подписывайтесь и будьте в нашей команде бодрого утра. Ну а сейчас хотелось бы вначале перенестись в такой снежный апокалипсис, который накрыл Шерегеш. Горнолыжный курорт оказался парализован из-за мощных снегопадов. Люди пересаживаются на собачьи упряжки и лыжи. Сугробы достигли высоты человеческого роста. Откапывать приходится не только машины, но и людей, которые проваливаются в расщелины. Сотни туристов оказались в ловушке на курорте. Движение на дорогах встало. Как мы видим, вот так вот бодро человек, маневрируя между автомобилями. Конечно, мы это не поощряем, это очень опасно, но, тем не менее, как видите, очень много снега, и, видимо, лыжи — это один из способов быстрого передвижения по курорту. Ну а перенесемся в Якутию. По крайней мере, в Якутске пока не так много снега. Ну и узнаем, какая же погода за окном. По состоянию на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах республики минус 39, минус 41 градусов. В заречной группе Лусов от 41 до 36 градусов ниже нуля. В южных минус 28, минус 25. В Вилюйской группе Лусов минус 31, минус 27. В Нижнеленских от 35 до 32 градусов мороза. В западных минус 36, минус 22. В Колымо-Индигирской группе Лусов от 35 до 11 градусов ниже нуля. В Янских минус 42, минус 38. На северо-западе республики от 33 до 25 градусов со знаком минус. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была минус 36 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер штиль. Сегодня днем небольшой снег. Ветер северо-западный 1,5 метров в секунду. Температура воздуха минус 35, минус 33 градуса. Но мы желаем всем отличного настроения, бодрого утра. Я думаю, что вы сейчас уже готовите завтрак, либо только умываетесь, либо уже заварили чашечку вкусного кофе. Ну и самое время узнать, какие самые актуальные новости произошли к этому часу. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Число обращений граждан на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным уже превысило 255 тысяч. Отмечается, что 33% обращений приходится на мужчин и 67% на женщин. Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция главы государства состоится 19 декабря. Программа «Итоги года» с Владимиром Путиным выйдет в эфир в 12 часов по Москве. Сбор вопросов стартовал 4 декабря. Он продолжится до окончания программы. Напомню, задать вопрос президенту можно через сайт программы moskva-putin.ru, отправив сообщение на номер 04040 по телефону 8 800 240 40 или через специальное мобильное приложение. Минпромторг обновил список товаров для параллельного импорта. Исключены электробритвы Браун, игрушки Спинмастер, бренды Торнео и Oral-B, а также приемники Трамбл. В то же время россияне смогут покупать шины для люксовых авто, Бугатти, Астон Мартин, Ламборгини и медицинские изделия A&D. Параллельный импорт, действующий с 2022 года, продлен до конца 2026, обеспечивая доступность оригинальных товаров там, где российские или дружественные поставщики пока не могут полностью заменить импорт. С 2026 года в России проиндексируют пенсии. Согласно закону о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования, подписанному президентом Владимиром Путиным, изменения коснутся как социальных, так и страховых пенсий. Социальные проиндексируют на 6,8% с апреля будущего года. И средний размер таких пенсий после индексации составит 16 590 рублей. А вот страховые увеличатся на 7,6% с января будущего года.
Депутаты Мирнинского района в рамках встречи с заместителем председателя Илтумен обсудили новую систему выборов глав муниципальных образований. Суть изменений такова. В России пересмотрели закон о местном самоуправлении. Теперь мэров будут выбирать не прямым голосованием жителей, а через конкурс среди кандидатов. Окончательный выбор будет за депутатами райсовета. Закон уже приняли в первом чтении. По итогам встречи депутаты местных советов смогут подготовить предложения и заявить их ко второму чтению проекта. Теперь депутаты, по большому счету, будут брать на себя ответственность за то, кто будет руководить районом и городом. И это очень серьезно. И самое главное, мне кажется, теперь и населению надо серьезно подходить к выбору депутатов. В Удачном завершили сезонную вакцинацию от гриппа. При низких температурах вирус погибает сам. Иммунитет при помощи прививки укрепили 5400 человек, чуть больше трети населения города. Медики цифрой недовольны. По их словам, удачницы получают плачевные последствия, отказываясь от вакцинации. В следующий раз привиться от гриппа нужно в сентябре. Впрочем, привиться в Удачном можно и сейчас. От дифтерии, столбняка, кори, краснухи, гепатита Б. Запись ведут в регистратуре и по единому номеру 122. Вакцину ведут бесплатно после консультации терапевта. Вакцинация нужна для того, чтобы в первую очередь предотвратить очень тяжелые осложнения от многих инфекций. Даже если они протекают вроде бы и не смертельно, но могут вызвать тяжелейшие осложнения, такие как вот пневмония при вирусных инфекциях, при гриппе, например, менингиты, арахноидиты, полиневриты, то есть поражение нервной системы. Проблема потребления табака и никотина остается одной из серьезных угроз для здоровья населения. Сегодня эта проблема приобретает новые масштабы из-за смещения акцента на более молодую аудиторию. Популяризация современных форм потребления никотина способствует тому, что опасная привычка формируется в подростковой и молодежной среде, что вызывает особую тревогу. С сегодняшнего дня в республике стартует неделя профилактики потребления никотиносодержащей продукции. Прояснить ситуацию поможет наш эксперт в студии Наталья Альбертовна Старцева, врач-психиатр, нарколог. Доброе утро. Доброе утро. Наталья, расскажите, каково основное воздействие никотина на психическое здоровье человека, как меняется стрессоустойчивость, эмоциональный фон и в целом когнитивные функции? Ну, основное действие никотина на психику – это, конечно, появление зависимости, достаточно стойкой, от которой бывает очень тяжело избавиться годами. Ну вот если так чуть-чуть углубиться, да, то почему человек курит? Если бы это было неприятно, никто бы не курил. Согласитесь? Значит, когда человек выкуривает сигарету, никотин повышает уровень гормона счастья, дофамина. То есть за счет этого человек чувствует какое-то расслабление, удовольствие, да, ощущение счастья. Но это вот ощущение, оно временное. К сожалению, уровень дофамина начинает резко снижаться, и это ведет к тому, что головной мозг просит еще, и на это в ответ вырабатываются гормоны стресса, норадреналин и адреналин. То есть, по сути, сигарета, она не купирует стресс, да, она его как бы маскирует. И вслед за этим идет вот такой побочный эффект, то есть, наоборот, развитие дальнейшего стресса. То есть получается порочный круг. Человек нервничает, выкуривает сигарету, вроде бы как будто ему становится лучше, но на самом деле запускаются другие процессы, которые вызывают вот, нарушения эмоциональные, да, вот как вы говорите, меняется стрессоустойчивость. То есть человек уже не умеет бороться со стрессом по-здоровому. Он привык, что если у него есть какая-то проблема, то он тянется за сигаретой. Да. Вот. Меняется, конечно, нарушение сна. Человек плохо засыпает, часто просыпается. Какие-то эмоциональные такие вот перепады, раздражительность, тревожность, могут быть даже депрессивные расстройства. Ну и, конечно, никотин влияет в первую очередь же на головной мозг, то есть меняется наша память, меняется внимание, да, сосредоточенность. Все это страдает в конечном итоге у каждого курильщика. Ну, я даже слышал, что, например, у человека некурящего уровень стресса, он даже, допустим, на низком уровне находится, а курильщик, когда стрессует и выкурит сигарету, то уровень стресса у него на самом деле не намного понижается, то есть он все равно выше, чем у человека некурящего. Да, получается, потом даже повышается за счет вот выработки этих гормонов стресса.
Но вот в чем заключаются вот ключевые психологические трудности при отказе от никотиновой зависимости? Какие стратегии преодоления наиболее эффективны? Ну, основная трудность — это, конечно, синдром отмены. Каждый курильщик, кто пытался бросать, с этим сталкивался. Он у всех протекает по-разному. У кого-то он более слабый, ну, тому повезло, легче бросить курить, а у кого-то он достаточно сильно выражен, да, и ведет за собой и психические, и соматические нарушения. Ну, все вы знаете, это раздражительность появляется, нервозность, все бесит человека, нарушается сон, повышается масса тела. Вот многие девушки, да, почему не хотят бросать курить, думают, они поправятся, например. И, конечно, вот это преодолеть бывает сложно, особенно если очень выраженный этот синдром отмены. Но есть никотин-заместительная же терапия, которая позволяет человеку, ну, как бы сгладить вот этот этап, пройти его легче. Никотин, содержащие пластыри, жвачки, например, спреи, ну, их много разных форм, они тоже содержат никотин. То есть, получается, вы как бы, ну, обманываете, да, на какое-то время свой организм, получаете дозу никотина, но только другим путем. Это помогает как бы справиться, несколько справиться. Вот вы спросили про стратегии. Конечно, хорошо проработать свою проблему, конечно, с психологом, потому что психолог поможет как бы разобраться в этой проблеме, да, почему вы начали курить, почему не можете бросить, какие жизненные этапы сопровождались вот курением, да, и так далее. То есть для того, чтобы бороться с проблемой, нужно сначала, конечно, в ней разобраться. Мгм. Ну вот, прежде чем вас представить, я также затронул тему, то, что потребление никотина сейчас молодеет. Вот, на что родителям стоит обратить внимание, чтобы вовремя заметить, что ребенок употребляет никотиносодержащую продукцию, и какие могут быть признаки? Мгм. Ну, конечно, самый простой признак — это специфический запах от одежды, от волос, от тела человека. Родители могут, конечно, найти сигареты, тут уж никуда не отвертится подросток, да? Навряд ли будет говорить, что это чужое. Это изменение поведения могут быть. То есть ребенок куда-то часто стал выбегать, например, да, покурить. Или у него изменился круг общения. То есть он стал общаться больше с курящими подростками. Ну, есть, конечно, случаи, когда уже дети взрослые, они до сих пор прячутся от родителей. Бывает и такое, да, конечно. Ну, в принципе, это несложно. Если хочешь понять, курит твой ребенок или нет, это не составляет особой проблемы. Ну, сейчас еще помимо сигарет еще появились другие способы, да? Вот почему вот современные формы потребления никотина оказались особенно привлекательны для подростков, и в чем главная опасность? Да. Ну, подростки — это же самая такая любопытная форма, да, человеческой жизни, так можно сказать. Подросткам интересно все новое и все современное. Им не нравится то, что было раньше, они не хотят использовать там что-то старое. И вот производитель электронных сигарет, он, можно сказать, попал прямо в точку. Да? Он предлагает большое разнообразие вот такой вот современной формы сигареты. И, конечно, это подросткам интересно, естественно. Но, понимаете, еще производитель так хитро поступил, он же рекламирует свою продукцию как безопасный аналог сигарет. Вот у меня на приеме бывают даже взрослые люди, которые не знают, что в электронных сигаретах содержится никотин. И когда мы берем у них, например, анализ мочи на никотин, они удивляются: как, я же не курю сигареты. Я говорю, ну, возможно, вы курите вейпы. А, да, а там разве есть никотин? Вот такой диалог периодически бывает у меня вот на приеме. Поэтому ну, это интересно подросткам, это заманчиво, поэтому так легко они вот к этому привыкают. Ну, причем даже опасность вейпов совсем в другом также выходит. Там, ну, очень серьезное осложнение на легких, да, отложение вот этих вот связывающих веществ. Да. То есть очень опасно. Да, совершенно верно. Вот, если говорить о профилактике, на что помимо законодательных запретов следует обратить основное внимание вот, в работе с молодежью? Это мой, знаете, любимый вопрос. Почему? Потому что я считаю, законодательные акты — это хорошо, конечно. Потому что
ограничения они должны быть. Чем менее доступна сигарета, тем все-таки меньше людей будут начинать курить. Но основная профилактика, я всегда говорю это на всех лекциях, эта профилактика начинается в своей семье. Понимаете, мы все родом из детства. И поэтому наши дети, они считывают, да, наше поведение. Вот, например, они думают, раз папа, когда нервничает, курит, значит, и я, наверное, так же. Да? То есть ему же легче становится, значит, и я буду делать так же. Поэтому я считаю, бывает просто глупо, когда курящий, например, папа спрашивает, а как мне отучить моего ребенка курить? Или, например, я не хочу, чтобы мой ребенок курить. Все начинается с детства. Наши дети нас копируют, поэтому самое главное — начинать с себя. Если вы хотите, чтобы ваши дети не курили, не курите сами. Абсолютно согласен. И каков ваш главный профессиональный совет для человека, который принял твердое решение избавиться от никотиновой зависимости, и с чего нужно начать этот путь? Главный совет, наверное, бросать одномоментно. Не нужно растягивать вот это сомнительное удовольствие, да? Там некоторые уменьшают, например, количество выкуренных сигарет или комбинируют дни, когда курят, когда не курят. Нет, так лучше не делать. Все-таки большинство людей, которые бросали курить, они бросают вот так вот в один момент. Но этот момент нужно, наверное, все-таки подобрать. Если у человека трудный период жизни, не стоит начинать бросать. Да? Это ни к чему хорошему не приведет, и только укрепит человека в сознании, что сигарета очень важна для него. Нужно выбрать какой-то спокойный момент в своей жизни, выбрать какой-то день, может быть, приурочить его к чему-то, может посвятить этот день чему-то, например, рождению ребенка. Прекрасный повод, правда? Вот у меня родился ребенок, и я больше не хочу курить, я не хочу, чтобы там мой сын, моя дочь видели меня с сигаретой. По-моему, это было бы прекрасно. Но нужно понимать, что этот путь не всегда, конечно, легкий. Да? То есть не всегда это одна попытка бросить курить. Ничего страшного, не нужно расстраиваться. Некоторые проходили через несколько попыток. Когда-то это все равно придет к успеху, если человек настроен и мотивирован. И еще я вот хотела бы сказать, мне кажется, это тоже очень важно, что никотиновая зависимость — это болезнь, и любая болезнь, она требует организации определенной. То есть человек должен ограничивать себя в определенных контактах, например, да? Первое время, конечно, с людьми, которые курят очень часто. Или, например, убрать из дома все, что напоминает о курении. Не выпивать, потому что эти два дьявола, они всегда рядышком, да? Курящий человек, когда выпьет, обязательно потянется за сигаретой. То есть вот такие вот простые советы, которые очень помогут в этом деле. Спасибо вам большое за очень полезную информацию. И я думаю, что наши телезрители, у кого есть вредные привычки, это бросят курить. Да. Спасибо. Спасибо Но большое. вредные привычки — это настоящий бич современного общества. Чтобы быть здоровее, нужно осваивать привычки полезные. Такие, например, как утренняя зарядка. Всем доброе утро! Сегодня для нашей зарядки понадобятся гантели. А гантели вы можете взять 2 килограмма, как у меня, например, или те гантели, которые у вас дома есть. Но если у вас гантелей нет, значит вы можете взять бутылочки или какие-то утяжелители. Итак, поехали! Первое упражнение у нас будет подъем коленей и сгибание локтей вперед. Также мы дышим. Вдох, выдох. Каждое упражнение также мы выполняем по 1 минуте. Все делайте медленно и комфортно для вас. Следующее упражнение мы будем вставать на носки и поднимать руки через стороны. Тут нужно быть внимательным и не поднимать ручки выше плеч. Поднимаемся, делаем выдох, вниз, вдох. Это упражнение также выполняем 1 минуту.
Следующее упражнение мы поднимаем ручки вверх, поочередно. Немножечко корпус разворачиваем. Также выполняем это упражнение 1 минуту. Следующее упражнение мы сгибаем ручки в локтях, а ножками делаем захлест. Делаем это упражнение также 1 минуту. Это упражнение мы выполняем обязательно чуть-чуть с наклоном вперед. Стараемся делать его медленно, дышим правильно. Следующее упражнение у нас будет приседание. Обратите внимание на то, чтобы ваши колени не выходили за носки. Руки мы выводим вперед, а таз отводим назад. Как будто бы мы садимся на стульчик. Если вдруг вас колени беспокоят, значит вы не садитесь сильно глубоко, а садитесь слегка, не доседая. Ручки выводим перед собой, обязательно не забываем дышать. Вниз вдох, вверх выдох. Не забывайте, что всегда мы дышим и выдыхаем на усилие. Вдох. Мы лучше выполним это упражнение сбоку, чтобы вам было видно, как правильно нужно приседать. Так, мы встаем, носки разворачиваем 45 градусов, таз немножечко назад. Встаем, делаем выдох. Выполняйте эту зарядку каждый день под энергичную музыку. А юный житель села Мецаван Ларийской области Манте установил национальный рекорд, удержавшись на турнике в течение 22 секунд в возрасте 6 месяцев. Этот случай стал неожиданностью для его семьи. Мальчик растет в спортивной среде. Его отец является многократным чемпионом мира и Европы по жиму лежа и отжиманиям. Отмечается, что выдающаяся сила передается в их семье по наследству. С раннего детства Манте проявляет самостоятельный интерес к физическим нагрузкам. Уже с 2 лет он начал тренироваться на беговой дорожке, а позже освоил упражнения с гантелями и гирями. Также мальчик добровольно, по собственному желанию, продемонстрировал способность толкать автомобиль. По словам близких, они относятся к его увлечениям с вниманием и заботой, не принуждая к нагрузкам. Наследственная физическая сила, подкрепленная примером отца-чемпиона, позволяет ему совершать необычные для его возраста действия. Достижение малыша было официально зарегистрировано в Национальной книге рекордов Армении. Родные надеются, что в будущем его способности позволят еще выше поднимать престиж страны на международном уровне. Обратите внимание, какой сильный малыш, действительно. Да, но в наше время нужно быть подготовленным не только физически, но и быть подкованным в самых разнообразных вопросах. Особенно в тех, где вы можете стать жертвами мошенников. Совместно с Управлением по борьбе с киберпреступлениями МВД Якутии мы продолжим знакомить вас с реальными ситуациями, которые произошли с людьми, чтобы на чужом горьком опыте научиться определять мошенников. Генеральная доверенность на все имущество запугала пожилого мужчину и заставила действовать по указке мошенников. Дедушку принудили зарегистрироваться в соцсетях, научили пользоваться банкоматом и даже заказали и оплатили такси. К счастью, их опередили сотрудники УБК. В рамках организации профилактической работы нам стало известно, что пожилой мужчина собирается поехать к банкомату и направить денежные средства в размере почти 1 миллиона рублей. Мы незамедлительно прибыли к нему домой и отговорили его это делать. По аналогичной схеме с поддельной техподдержкой госуслуг обманули и эту бабушку. Сначала она думала, что продлевает договор с мобильным оператором. Затем, спасая свои деньги, набрала кредитов и отправила мошенникам. Самое главное, что она забыла – обратиться за помощью к реальным людям. Все сообщения приходили мессенджером с простых номеров, а не с самого МТС или госуслуг. Сначала это меня насторожило, но как-то они меня так запугали, что я начисто лишилась возможности мыслить.
Понимаете, когда круглые сутки заставляют быть на связи, и вот это вот хроническое напряжение будто отключает мозг, оказывается. Ситуации, в которые вгоняют жертв, бывают разными, но их всегда объединяет одно – они нарушают душевное равновесие. И чтобы финал не оказался печальным, всегда важно помнить одно – если вас по телефону кто-то заставляет чего-то бояться, обратитесь к родным или в полицию. Только так вы сможете быть уверены в том, что вам действительно помогут. Но борьба с нарушителем ведется также и на автодорогах. Современные методы видеофиксации позволяют регистрировать нарушителей и положительно сказывается на поведении водителей на дорогах. Но не всегда камера может все правильно зафиксировать. Как обжаловать штраф, если вы не согласны с правонарушением, расскажет наша рубрика «Советы юриста». Здравствуйте! Сегодня поговорим о том, как возможно обжаловать штраф с камер видеофиксации. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в котором указано, что в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами фото- и видеофиксации к ответственности привлекаются собственники, то есть владельцы транспортных средств. Протокол об административном правонарушении в данном случае не составляется, а постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. Постановление о привлечении к административной ответственности за такие правонарушения выносится Центром автоматической фиксации административных правонарушений ЦАФАП в области дорожного движения Госинспекции безопасности дорожного движения. Однако собственник может освобожден быть от ответственности, если он обжалует вынесенное постановление и в ходе рассмотрения жалобы будет установлено, что автомобилем в момент нарушения управляло иное лицо. Подтверждением невиновности могут выступать следующие документы. Это документы, которые подтверждают выбытие автомобиля из владения, например, договор купли-продажи автомобиля, проданного до нарушения, договор аренды с подтверждением его действительности, а также доказательства подачи в полицию заявления об угоне автомобиля. Возможно также копия доверенности полиса ОСАГО, в котором имеется запись о допуске к управлению данным автомобилем иного лица, либо выписной эпигриз или справка от врача, если вы в это время болели, а также письменные показания свидетелей и даже реального виновника правонарушения, если он готов взять вину на себя. Как же обжаловать данный штраф? Жалоба может быть подана на бумаге или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении бесплатный, то есть государственной пошлиной не облагается. Постановление о наложении штрафа может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу, вышестоящий орган или суд по месту совершения правонарушения, то есть по месту его фиксации камерами видеонаблюдения. На обжалование, согласно закону, дается 10 дней со дня вручения или получения копии постановления. Если 10-й день окажется нерабочим, последним днем считается первый следующий рабочий день. А в случае пропуска срока на обжалование по ходатайству лица, подающего жалобу, он может быть восстановлен судьей или должностным лицом, который рассматривает жалобу по уважительной причине. Например, это могут быть болезнь или командировка. Кроме того, обжаловать постановление по делу об административном правонарушении возможно на портале государственных услуг. Знайте свои права. Ну а мы желаем всем доброго утра, кто к нам присоединился, и продолжаем открывать наш адвент-календарь. Сегодня 8 декабря, и моя коллега Катерина Винокурова расскажет, как можно придать эксклюзивность обычной елочной игрушке. Вот эти игрушки вы создавали еще 5 лет назад. То есть они уже прошли, так скажем, тест, да. Ага, ничего, как сказала Анжела, не отклеилось, не сломалось. Ага, и дизайн ваш, я так понимаю, да? Да. Вы сами все придумали? Ага, Да, расскажите каждый год они у нас висели на елке. И очень красиво смотрится, когда вот елочную, самую обычную елочную игрушку украшаешь такими вот стразами и стразовыми цепочками.
Ну и сегодня мы будем что-то делать на примере вот этого шарика, да? Да. Поделитесь секретами. Будем украшать самый обычный шарик. Из материалов нам понадобятся стразы разных размеров. Стразовую цепочку мы взяли 3 размера. Из инструментов нам понадобится только клей и ножницы. Итак, вначале мы возьмем стразы. Они у нас идут 14 на 10 миллиметров в форме капли. Мы вначале приклеим и будем придерживаться правила клея-момент. Клей-момент у нас гель прозрачный. Схватывает он не сразу. И клеить мы будем обе стороны. То есть клей будем наносить на сам шарик и на стразу тоже, да? Когда мы наносим клей на стразу, должны не маленькую точку посередине, а полностью прям должны нанести клей. И ждем где-то 5 минут. Клей у нас прозрачный, поэтому не боимся. И вот так вот смело наносим клей. Ну, примерно минут 5 прошло. Так. Мы теперь должны стразы положить на клей, который мы нанесли. Это очень крепко, надежно и хорошо держится. Так вот у нас получилось. Да. Так, дальше мы с вами будем от этих наших стразинок приклеивать круглые. Потом размером будем уменьшать, а потом у нас уже пойдут висюльки стразовые ленты. Теперь начинаем наносить клей на стразовую цепочку. Так. И приклеим уже вот на те места, где я нанесла клей. Подготовлю стразовую цепочку. И потом... Примерно там сантиметрик, да, где-то 1,5. Ага. Да? И потом мы их будем просто приклеивать. Одну сторону, теперь вторую сторону вот так вот на весу. Приклею. Так вот приклеили. И получается у нас вот первая наша... Первая наша висюлька вот такая получилась. Вторую висюльку берем и приклеиваем на соседнюю стразинку. И она у нас, получается, идет как бы вот так вот внахлёст. Через одну, получается, Через одну. Игрушка у нас, получается, готова. Вот. Здорово. Анжела, ну что, вам спасибо большое за этот очень красивый, блестящий мастер-класс. Я думаю, зрителям несложно будет повторить. Да. Спасибо, что доступно объяснили. Творите своими руками красоту. Не бойтесь, даже если у вас с первого раза не будет получаться, в следующий раз обязательно получится. Но совсем недавно Центральная библиотека имени Льва Львовича Габышева Алекминского района отметила 90 лет. Дату, мимо которой нельзя пройти мимо. К юбилею коллектив подошел с рядом достижений, и каждое из них привнесло свой вклад. О востребованности библиотеки говорит и то, что за год ее посетило порядка 3000 человек. То, что библиотека носит имя Льва Львовича Габышева, накладывает свой отпечаток. Кстати, его дочери всегда в контакте с библиотекой. Здесь же проводятся уже ставшие традиционные габышевские чтения. Вот так когда-то выглядел книжный каталог районной библиотеки. По одной стопке формуляров можно отследить историю, начиная со времени, когда каждой книге ручкой прописывали книжкин паспорт. На сегодняшний день вот эти карточки актуальны? Да, актуальны. Вообще сложно было вот каждую книгу? Ну, сперва сложно, а потом уже привыкаем, уже легко. А сейчас все на компьютере делаем, базу заносим, только мы поля заполняем, и карточка все сама выходит.
Получается, вы знаете историю каждой книги в своей библиотеке? Да, ну, можно так сказать. Ретро-выставка дает понимание времена, когда все это активно использовалось, и да, спросом пользовались такие книги. Творческая встреча посвящена значимой дате районной библиотеки – 90 лет. Из ролика, который подготовили работники библиотеки, собравшиеся могли узнать всю историю, начиная от создания читальной избы. Представьте место, где каждая книга хранит частицу истории, а стены помнят десятки поколений читателей. Именно такой живой, душевный и бесконечно интересной является наша центральная районная библиотека. Время не стоит на месте, библиотека готова к новым вызовам. Участие наших библиотекарей в Конгрессе, в Первом съезде библиотекарей Республики Саха, оно действительно дает большой, мощный заряд. Общаясь с коллегами, мы понимаем, как можно меняться в профессиональной среде, как улучшить свою деятельность. Мы, конечно, к 90-летию пришли с огромным своим багажом. Это подтверждает то, что мы в 2022 году получили все-таки премию главы Республики Саха имени Ивана Ивановича Крафта и стали обладателями номинации «Библиотека года в республике». Я считаю, что это большое все-таки достижение. Наша библиотека постоянно участник различных конференций, чтений, конкурсов. Не только участники на всероссийском уровне, республиканском, но и организаторы еще и на нашем местном уровне для наших читателей. При всем при этом ценность живой, настоящей книги не становится меньше. И есть ценители слова печатного. Хоть время и интернета говорят, да, что в интернете там, но все равно идут в библиотеку. Все равно источник, печатный источник, он более надежный, чем в интернете. Да, потому что если какая-то работа нужна, серьезная, нам даже бывают запросы. С Красноярска недавно был запрос у нас. Нужно ли печатное слово, нужна ли именно книга? Книга – это такой предмет, который приятно листать. У нас очень много пожилых читателей, которые именно выбирают книгу. Важно сохранить? Важно. Я считаю, важно. У каждого из гостей нашлись добрые слова в адрес библиотеки района, а значит, есть у коллектива и богатое прошлое, и светлое настоящее, и перспективное будущее. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. И уже через несколько минут в нашей студии появится талантливая художница Мира Аргунова. Ведь сегодня Международный день художника. Ну а пока Мира готовится, давайте узнаем, какие события еще произошли 8 декабря. На календаре 8 декабря сегодня отмечают Международный день художника, День фейерверков, День образования российского казначейства. По народному календарю Клим холодный. В Клементьев день любое важное дело полагалось начинать только натощак. Этот обычай был связан с продолжением молодьбы. Заниматься этой работой на сытый желудок было неудобно. Движения становились тяжелыми, скованными. Бабы же на Клима садились прясть у окна. От белого снега в избе становилось светлее. Особое поверье было связано с людьми, появившимся на свет в этот день. Говорили, что у избы родившегося на Клима собираются волки. Поэтому такой человек старался лишний раз не выходить из дома, особенно с наступлением темноты. Этот день в истории. В 1932 году основана Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил России. В 1991 году подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ. В 1992 году вышел указ президента России о создании Федерального казначейства России. В этот день родились Мария Стюарт, королева Шотландии, Наталья Гончарова, Пушкина-Ланская, русская аристократка, супруга великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина,
Эмиль Рено – французский изобретатель, художник, предтеча мультипликации. Георгий Жонов – советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Владимир Шаталов – советский космонавт, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза. Джон Леннон – английский музыкант, певец, поэт, композитор, один из основателей группы The Beatles. Именины сегодня отмечают Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Ярослав. Когда мы смотрим на мир, мы видим формы и цвета, а художник видит историю, эмоцию, целый мир, готовый родиться на холсте или листе бумаги. В День художника мы говорим о людях, которые учат нас этому особому зрению, видению прекрасного. Сегодня у нас в гостях человек, который создает искусство, Мира Аргунова, художница, член Союза художников России, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Мира, доброе утро. Доброе утро. Ну, давай начнем с самого начала, когда ты сама впервые поняла, что краски и кисти — это не просто увлечение, а твое призвание. Мне кажется, я всегда жила с этим знанием, с раннего детства чувствовала, знала, что судьба моя — стать художником. Правда, изначально было тяжело решиться пойти по судьбе, но еще сложнее жить не по судьбе. Кстати говоря, пользуясь случаем, поздравляю всех художников и всех, кто связан с изобразительным искусством, с нашим профессиональным праздником. Но у всех талантливых людей, которые достигли высот, да, есть определенный наставник. Кто был твоим наставником, кто направил тебя по пути художника? У меня было много наставников, мне очень повезло с учителями. Наверное, наставниками в профессиональном плане можно назвать всех лучших профессиональных художников нашей республики. Здорово, повезло. Да. Если человек чувствует в себе тягу к творчеству, да, но не знает, с чего начать, какой бы можно ему дать самый первый практический совет? Я думаю, что стоит начать с того, что найдется под рукой. Как говорится, картина начинается с первой точки. Причем это не просто фигура речи, а настоящее композиционное решение. И помните, не боги горшки обжигают, так что не стоит ничего бояться, надо верить в себя. Очень хороший совет, на самом деле все просто нужно начать. Да. А какие художники вдохновляют тебя и чьи работы ты особенно любишь? Из старой школы это Валентин Серов, его учитель Илья Репин, Веласкес, а из наших современников это Хосе Лопес Вергара, итальянец Роберто Ферри, художник из Монголии Эрдене Булган, художник из Бурятии Батот Гаржапов, Расих Ахметвалиев и Ильдар Ганиев из Уфы. И я могла бы, наверное, еще долго перечислять, потому что это целая плеяда, в том числе из числа моих личных друзей. Мне очень повезло в этом плане. Но я думаю, что вся наша тогда передача уйдет на перечисление имен, и еще мы кого-нибудь забудем, и будет неловкая ситуация. Ну, получается, каких наставников у тебя было много, да? Такие сейчас художники, которые тебя вдохновляют, тоже большое количество. Да. А что больше всего? Вот как ты понимаешь, что вот эта картина, она интересна? Ну, я думаю, что там много составляющих. С одной стороны, это колористическое решение, с другой стороны, композиция. И, конечно, в основе хорошей картины всегда лежит такой серьезный, а может быть, наоборот, несерьезный замысел. Угу. Но если говорить о твоем собственном творчестве, как бы ты охарактеризовала свой стиль, свою художественную манеру и над какими темами тебе больше интереснее всего работать? Я думаю, что можно назвать это универсализм, потому что это как бы такое сочетание традиционных и инновационных, и даже где-то беспрецедентных техник, новых технологий, разных материалов и многослойного содержания, приправленного таликой омажей. Чем? Отсылок таких, можно сказать, простым языком, пасхалок на какие-то другие, скажем, произведения. Не только, кстати говоря, живописи, но, может быть, каких-то даже не смежных, а совершенно других искусств, философии, фольклора и так далее. В общем, я люблю такие загадки. Здорово, отлично. Ну, а на чем ты работаешь в последнее время? Можешь ли поделиться планами и
можно рассказать о недавних проектах и картинах? В этом году я успела создать не менее 46 достаточно крупных программных произведений, в том числе одна крупная такая композиция, посвященная столетию якутской авиации. Это произведение находится в постоянной коллекции Центра современного искусства имени Гагарина. Также я создала 15 картин высотой 120 сантиметров, не метров, шириной 140 сантиметров, по мотивам песен старообрядцев из 3 регионов России. Кстати говоря, эта серия стала частью междисциплинарного проекта, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, благодаря помощи которого мы показали его в Омске и планируем еще показать в Томске и Салехарде. А 30 картин — это произведения, созданные в рамках социокультурного проекта «СОЛ». Наверное, ты уже слышала об этом проекте, созданного по инициативе и при поддержке ВЭБ-РФ, администрации города Якутска и креативного кластера «Квартал труда», где я являюсь резидентом. Мы сделали так, что репродукции моих картин в сочетании с QR-кодом, ссылкой, ведущей на запись легенд, бережно собранных и переведенных на русский язык, с движением по сохранению якутского языка СХТЛА-400. Сейчас мы их разместили на мобильной выставке в городских автобусах, а также на остановках города Якутска. Я думаю, что это очень оригинальный такой проект, тоже из серии «Искусство в массы». Я думаю, ты уже помнишь другие мои проекты в этом направлении. В целом мне эта деятельность очень интересна. Ну и еще мне интересно стало с этого года кураторская деятельность. В этом году уже как минимум 4 кураторских проекта, в том числе удалось запустить один всероссийский, который недавно мы показали в Москве. Слушай, ну здорово. Мне, как человеку, который написал только одну песню, да, как считается, да, ладно. Слушать про твое вот очень продуктивное творчество. И хотелось бы пожелать, во-первых, поздравить с Международным днем художника, тебя и в твоем лице всех художников нашей республики, да и в целом России. Вот, и пожелать творческих успехов. Спасибо. Спасибо. Неужели мысли выше? Да. Дорогие друзья, ну а мы продолжаем. И сейчас хотелось бы передать слово нашим коллегам из блока новостей. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Стороны обсудили дальнейшие шаги для урегулирования украинского конфликта. По словам Макрона, Франция полна решимости работать со всеми партнерами над принятием мер деэскалации и установлением режима прекращения огня. Он добавил, что 8 декабря посетит Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, на которой будут обсуждаться переговоры между украинской и американской делегациями во Флориде 30 ноября. 7 декабря в России вступают в силу несколько новых законов. Во-первых, учреждена новая государственная премия имени Колмогорова для выдающихся математиков. Начиная с 2026-го раз в 3 года 3 ученых получат по 8 миллионов рублей за достижение фундаментальной и прикладной математики. На премию смогут претендовать кандидаты, выдвинутые научными организациями и вузами. Во-вторых, упрощение лицензирования для геодезистов и картографов. Сроки рассмотрения заявлений на получение лицензии в этой сфере сокращены вдвое, с 10 до 5 рабочих дней. Также ускорен процесс проверки соответствия требованиям и устранения нарушений. Кроме того, теперь о выездной оценке соискателей будут уведомлять всего за 1 день, и для этого разрешено использовать мобильное приложение. Список запрещенных для женщин профессий в России планируется сократить в 2027 году в соответствии с утвержденной правительством РФ дорожной картой по реализации национальной модели ведения бизнеса. Корректировки затронут сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. Изменения будут отражены в приказе Минтруда, устанавливающем перечень вредных и опасных работ, где труд женщин ограничен. Нынешний перечень производств, работы должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин, включает 100 позиций. Он действует в России с января 2021 года.
А вот с марта 2027-го в России будут строже контролировать здоровье водителей, чтобы на дорогах стало безопаснее. Главное нововведение – полиция будет напрямую и сразу получать информацию от врачей о тех водителях, у кого появились болезни, мешающие безопасно управлять автомобилем. Если врач обнаружит у человека заболевание, с которым водить опасно, он сообщит об этом и самому пациенту, и в полицию. В список противопоказаний входят некоторые психические расстройства, шизофрения, аутизм, умственная отсталость, бредовые расстройства, эпилепсия, частые обмороки, хроническая сонливость, болезнь Паркинсона, серьезные проблемы со зрением, слепота на оба глаза, глаукома на запущенных стадиях, ограничение поля зрения. За последние 5 лет уже аннулировано 96 тысяч водительских прав по медицинским показаниям, и новые правила призваны усилить этот контроль. Якутян, решивших открыть собственное дело, с каждым годом все больше и больше. Цифры говорят сами за себя. В этом году по сравнению с прошлым количество предпринимателей с малым и средним бизнесом увеличилось почти на 4% до 45 тысяч. Чтобы это число продолжало расти, в Якутии действует комплекс мер поддержек. В центре «Мой бизнес» проводят консультации и обучение, а Фонд развития предпринимательства предоставляет льготные займы под щадящий процент. Особый спрос в последние 2 года наблюдается в рамках финансовой поддержки предпринимателей, реализуемых Фондом развития предпринимательства. Это льготное микрофинансирование и льготное поручительство фонда перед коммерческими банками. Здесь у нас ставки процентные очень низкие, это от 5 до 12% годовых при сложившихся рыночных более 20% годовых. Да? Ну и сумма займа до 5 миллионов рублей. Якутские спортсмены одержали победу на 3-м вечере профессионального бокса «Вызов Севера», который традиционно прошел в спорткомплексе «Триумф». В этом году впервые разыгрывали сразу 3 пояса: пояс чемпиона Азии, пояс чемпиона России и уникальный пояс чемпион чемпионов, созданный специально для турнира. Яркие выступления якутских боксеров вызвали бурю эмоций у зрителей и подтвердили высокий уровень подготовки местных атлетов. Соревнования привлекли внимание не только российских зрителей, но и международной аудитории, собрав боксеров из различных регионов страны, а также представителей из Ирана и Таиланда. Есть 2 типа боксера, которые дерутся головой, умом, да, а есть, которые дерутся сердцем. Вот как раз-таки в этом бою мы увидели 2 ребят, которые дрались вот сердцем. Ну и, конечно, хотел бы ответить, вот последний бой, финальный. Ребята молодцы, и у вашего парней есть все предпосылки, чтобы взлететь. Ну, для этого надо работать и ждать свой шанс. А жизнь шанс даст обязательно. На этом все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Но абсолютно все наши телезрители знают, что следующий год 2026. А часть наших зрителей знает, что 2026 год по восточному календарю – это год красной огненной лошади. И еще чуть-чуть меньшая часть наших телезрителей нет-нет, да и заглянули в гороскоп на следующий год, чтобы узнать, что он нам готовит. Ну а мы, в свою очередь, предлагаем вам узнать, что звезды приготовили нам на этой неделе. Овнам наступающая неделя предложит стратегический подход к карьере. Иногда обходной путь будет эффективнее прямого давления. Ваша энергия привлечет внимание, но важно направить ее в конструктивное русло. Для тельцов период потребует гибкости. Планы могут меняться, но это откроет новые возможности, особенно в сфере обучения или коротких поездок. Домашний очаг станет вашей главной опорой. Близнецам стоит сосредоточиться на финансовых вопросах и договорах. Возможно обнаружение выгодной возможности или старой ошибки. В общении будьте точны, чтобы избежать недопонимания. У раков все важные вопросы будут решаться через диалог. Деловое и личное партнерство выйдет на первый план. Не замыкайтесь в себе, ищите поддержки и сами предлагайте ее. Львов ждет период внимания к рабочим деталям и рутине. Именно сейчас ваше трудолюбие заложит основу для будущих успехов. В личной жизни время для легкости и романтических жестов. Для дев неделя станет временем творчества. Смело предлагайте свои идеи, они будут услышаны. В отношениях царит гармония, которую можно укрепить искренним разговором. Весам звезды рекомендуют сместить фокус на семью и домашние дела. Ваша забота сейчас очень важна для близких.
На работе сохраняйте спокойствие и дипломатичность. Скорпионов ожидает насыщенное общение и переговоры. Ваша способность убеждать поможет в решении важных вопросов. В середине недели будьте особенно внимательны к своим словам. Для стрельцов главной темой станут финансы. Есть шанс улучшить свое положение, проявив инициативу, но стоит избегать любых авантюр. В личной жизни фаза спокойствия. Козероги окажутся в центре событий, от вас ждут решений и лидерства, и вы будете на высоте. Не бойтесь брать на себя ответственность в профессиональных вопросах. Водолеям потребуется время для анализа и уединения. Лучшие идеи придут, когда вы останетесь наедине с мыслями. Не отвергайте предложенную помощь от друзей. Рыбам неделя принесет активную социальную жизнь. Новые знакомства и коллективные проекты могут оказаться очень полезными. Контролируйте повседневные расходы. Ну что, наши дорогие телезрители, напоминаю, что до Нового года осталось 23 дня. И хотелось бы, конечно, пожелать вам хорошего начала новой рабочей недели, очень бодрого понедельника. Ну и чтобы тот запас бодрости, который мы сегодня вам подарили, продлился до самой пятницы. Но хотелось бы также напомнить, что сегодня днем в Якутске небольшой снег, ветер северо-западный 1,5 метров в секунду, температура воздуха минус 35, минус 33. Одевайтесь потеплее и встретимся с вами уже завтра в это же время в нашем эфире. Пока!